Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вот о чем сегодня в выпуске. Двойной юбилей. Красивеет, хорошеет. Облагородили и лесопарк сделали красивый. Как сегодня в Лениногорске отметили сразу два праздника и какие задачи поставил Рустам Минниханов, расскажет Салават Мухаммадулян. Детский отдых выходит на взрослый уровень. Сейчас все очень изменилось, и даже новая столовая, скоро и новый актовый будет. Как президент республики оценил капитальный ремонт детского лагеря «Звездный», узнала Зарина Ахметова. Уникальная история. В Авлах первый раз в первый класс пойдут и тройняшки, и близняшки. Кто их сегодня поздравил? Увидела Филюза Хамидуллина. Стандарт един. Тангерная сетка с лицевой стороны имеется. В Казани начали печатать бюллетени для голосования на предстоящих выборах. Об их главных особенностях и новых изменениях. Рамиль Шайдуля. Сразу два юбилея отмечают сегодня в Лениногорске. 65-летие города и 75-летие НГДУ «Лениногорскнефть». Поздравить ветеранов отрасли и нефтяников сюда приехали президент Рустам Минниханов. Именно отсюда началась история большой нефти Татарии. Мы сегодня специально нашли уникальные кадры из архивов. Давайте посмотрим, как ромашкинскому месторождению посвящали стихи. Скажи, кто знал название этих деревень? А славой в один прекрасный день страны перешагнул рубежи. Соединение с миром, вот чего ждал этот гордый край. И все хмельней, все явственнее пахла нефть его ромашкою ромашкинских полей. История города Лениногорска и нефтегазодобывающее управление неразрывно связаны с историей республики. Визит президента только подчеркивает значимость событий. НГДУ он назвал кузницей кадров и полигоном для апробации научных разработок в отечественной нефтяной промышленности. Салават Мухаммадулян со всеми деталями визита. Лениногорск начинается с нефти, а потому первая точка визита Рустама Минниханова – НГДУ «Лениногорскнефть». В этом году предприятие отмечает свой юбилей. Ровно 75 лет назад именно здесь было открыто ромашкинское нефтяное месторождение. За всю историю в Лениногорске добыто 663 миллиона тонн черного золота. Это 1/5 часть от всей добытой нефти в Татарстане. Управление «Лениногорскнефть» Сайфуддинову. Хороший старт заложил фундамент успешного развития. Только в прошлом году республика добыла больше 36 миллионов тонн нефти. НГДУ – 3 миллиона тонн. Управление активно вкладывается в социальные проекты района и участвует в благотворительности. Татарстан сегодня один из основных нефтедобывающих и промышленно развитых регионов страны. В этом большая заслуга работников НГДУ «Лениногорскнефть». В дань уважения и для будущих поколений в районе открыт музей нефти. Штольня, плавильня, нефтеперегонный цех. За пару походов сюда можно стать экспертом в этой отрасли. Участок ремонта и наладки. Лениногорск не только добывает, но и обслуживает нефтянку. Причем не только местную. У компании «Модуль Инжиниринг Сервис», куда приехал президент, заказчики есть и из других регионов. Мы запустили вот этот цех не только ремонт более комфортный для наших сотрудников, для большого объема работ, чтобы мы могли в пиковые нагрузки принять сразу 300 единиц оборудования и в короткий срок выполнить ремонт. Но еще у нас новое обновление. Мы запускаем процесс нового оборудования. В 2020-м в Лениногорске двойной юбилей. Город отмечает 65-летие. Сердечно поздравляю вас с 75-летием НГДУ «Лениногорскнефть» и с 65-летием города Лениногорск. Сегодня мы чествуем ветеранов, жителей города и района, которые 75 лет назад сформировали в Татарстане крупнейший нефтедобывающий центр Советского Союза. Юбилейный год в Лениногорске совпал с коронакризисом, который не мог не сказаться. По итогам полугода в рейтинге социально-экономического развития район на 22-м месте. Это минус 10 позиций по сравнению с 2019-м. Но это лишь шаг назад, чтобы сделать два вперед. Как сообщили сегодня, инвестиции в район продолжатся. Сегодня мы с особой теплотой вспоминаем наших первопроходцев, тех, кто заложил фундамент нефтяной отрасли республики,
сформировал все базовые ценности нашей компании. Большой стимул для развития – республиканские программы. Одну из ее ласточек, местный парк Горького, сегодня осмотрел Рустам Минниханов. За последние годы в Татарстане благоустроено 58 общественных пространств, причем во всех районах. Важно, что при проектировании учитываются мнения жителей. Изменения кардинальные. Красивеет, хорошеет. Облагородили и лесопарк сделали красивый. Построили новые площадки. В общем, есть куда сходить, где погулять с детьми. И отдельное внимание будущему поколению лениногорцев. Сегодня школьников с наступающим 1 сентября поздравил Рустам Минниханов. Я хотел бы поблагодарить руководство города, руководство компании «Татнефть» НГДУ, что компания «Татнефть», она принимает участие во всех социальных программах. После такого отличников в районе точно должно прибавиться. Да и самому Лениногорску умные и талантливые выпускники нужны. Им развивать нефтянку и район до нового юбилея. Салават Ухмадуллин, Алмазбек Динов, ТНВ, Лениногорский район. Рустам Минниханов предложил использовать опыт работы с детьми движения «Салат» в полилингвальных школах. Об этом он заявил сегодня в лагере «Звездный» Лаишевского района. Президент осмотрел его после капитального ремонта. Лагерь советской эпохи превратился в современный круглогодичный центр. Напомним, в Татарстане работает программа реновации лагерей. За последние 2 года 23 лагеря уже преобразились. Как сегодня в «Звездном» проводят каникулы талантливая молодежь, увидела и Зарина Ахметова. На обновленной спортивной площадке лагеря президента встречает чуть ли не вся 3-я смена. Сегодня Рустам Минниханов лично проверяет, как изменились условия для отдыха детей. Условия нам очень нравятся, здесь все очень удобно. Уже многие годы лагерь «Звездный» является базой движения «Салят». Каждая смена – это целая галактика талантов. Тут так классно, такая атмосфера, аура. Сейчас все очень изменилось, и даже новая столовая, скоро и новый актовый будет. И то есть трава, новая площадка, в общем, это выглядит замечательно. Лагерь построен еще в 1973 году, но после масштабной трансформации от советской эпохи осталось только название. Ему теперь и соответствует вся обстановка. В корпусах просторные комнаты, внутри санузел с душем, а столовая вообще больше похожа на ресторан. По-настоящему звездный уровень. Такой ремонт обошелся почти в 200 миллионов рублей. В лагере отремонтировали 7 жилых корпусов, административные здания и столовую. Обустроили спортивную площадку, провели газ. Таким преобразованием поспособствовала президентская программа «Лето детям». Президенты сегодня встретились с пучмаками и признались, тут не до гаджетов. Этим Рустам Минниханов делится на встрече с айдаманами, вожатыми. Он отметил, что движение «Салят» носит большой вклад в сохранение родного языка и национальной культуры. Этот опыт можно взять за основу полилингвальных школ. Сам лагерь теперь сможет принимать круглый год, так что встречаться салятовцы смогут еще чаще. А чтобы этот день запомнился, селфи с президентом. Зарина Ахметова, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Лаишевский район. Необычный класс появится в этом году в Бавлах. Тройняшки, еще пара близняшек пойдут первый раз в один класс. Сегодня их лично поздравил председатель Госсовета Фарид Мухамедшин. Он с рабочим визитом посетил сразу 2 района – Бавлинский и Бугульминский. Филюза Хамидуллина с подробностями. Пшеница хорошая и клейковина очень хорошая в этот год. Такого урожая и качественного зерна комбайнер Баязид Гафиатуллин не видел последние 10 лет. 33 центнера с гектара, почти на 25% выше по сравнению с прошлым годом. В этом году мы, наверное, уберем около 100 тысяч тонн зерновых культур, если у нас дальше погода нам даст хорошо работать. Как тут с горючим совсем, ребята? Нормально, все обеспечено? С ходом уборочных работ сегодня ознакомился Фарид Мухамедшин. Зарплата, техника, погодные условия. За чайным столом с комбайнерами обсудили насущные проблемы. С полей в новый парк села, где капитально отремонтировали и сельский клуб. 10 миллионов рублей выделили по республиканской программе. Был косметический 22 года назад.
И все. Ни разу не позвали. О, нужен был, ждали, всем селом ждали. Есть сейчас где погулять, да? Сейчас вот клуб, на дискотеку пойдем. Десятилетиями ждали и новые очистные сооружения. 2 года назад жители обратились лично к Фариду Мухаммедшину как депутату. Вопрос решен. Обновление коснутся и 16 придомовых территорий Бавлов. 88 миллионов рублей выделили по программе «Наш двор». Они взяли вот вместо песка резиновые покрытия. Пришли, поиграли, вышли все в песке. И в центре внимания сегодня дети. Тройняшки Рамазан, Рияз и Рифат Шафигулины. Впервые в районе в 1 класс пойдут тройняшки и еще близняшки. Каждому из них сегодня Фарид Мухаммедшин вручил портфели. Это очень хорошая поддержка, мы вообще очень сильно рады. Начать учебный год придется в новых условиях и особыми требованиями, отметил спикер уже на педконференции. Не забывайте про педагогические кадры. Нужно обновление. Нужно наладить систему подготовки своих кадров. Помогут программы, национальные проекты и Бугульме. Первый круглогодичный лагерь капитально отремонтировали по республиканской программе. Лагерь сможет принять и особенных детей. Здесь можно будет не только же там оздоровительные, тут и спортивные сборы можно будет делать. Много объектов реализуется. Показали и дворы, показали и встречи с людьми. Неплохое настроение у бугульминцев. Несмотря на все сложности текущего момента, связанных с пандемией, бугульминцы реализуют много интересных программ. Фарид Мухаммедшин сегодня принял участие и в эстафете флага столетия ТАССР. Как он отметил, Татарстан прошел большую историю и впереди большие планы. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бавлинские и Бугульминские районы. 5 детских садов за год. В некоторых районах Татарстана сейчас завершает ремонт сразу несколько дошкольных учреждений. Один из них – это Алексеевский район. Сегодня здесь после капремонта открылся детсад «Зайчик». Его осмотрел премьер Алексей Песошин. Напомним, за 10 лет в Татарстане по президентской программе построено 239 садиков, еще 49 сдадут в этом году. Мы, родители, на одного ребенка. Президент республики принял решение о сохранении всех действующих программ в 2020 году. И программа капремонта образовательных учреждений не уменьшилась, также была на уровне 3 миллиардов 100 миллионов рублей по республике. В районе открылся после реконструкции и парк Победы. Здесь появился памятник воинам-интернационалистам. Алексей Песошин возложил цветы к вечному огню. Также в рамках своей поездки премьер-министр вручил новенькие ранцы будущим первоклашкам. В республике продолжается акция «Помоги собраться в школу». В Татарстане может появиться первый в России бондовый склад. Говоря по-простому, это база, где импортные товары хранятся без растаможки и тем самым до покупателей доходят быстрее и дешевле. По этому поводу сегодня в республику приехала целая бизнес-миссия представителей российских и зарубежных компаний интернет-торговли. Кому ждать выгоды, узнал Дмитрий Аренин. Вот, заказала я себе блузу очень красивую. Жительница Казани Ирина Михалева уже несколько лет покупает вещи, кликая в интернет-магазинах. Говорит, сервис особенно пригодился во время пандемии. Мы сделали заказ и приобретали. В то время, когда все магазины, все торговые центры были закрыты и не работали. По данным Росстата, этой весной интернет-торговля в России выросла почти в 3 раза. Сейчас в общей доле она занимает 10-ю часть. Еще больше оживить и отправить куплю-продажу в онлайн могут помочь бондовые склады. Первые в России такое хранилище льготного таможенного режима хотят создать в Татарстане. Место есть. Логистический центр в Зеленодольском районе. Здесь мировые компании уже начали строить свои склады. Верим в то, что Татарстан может стать действительно очень крупной площадкой. Основной плюс, который мы увидели в Татарстане, это открытость местного правительства и инновационный подход к решению таких задач. Потому что все-таки бондовая зона – это новая тема, используется как раз для поддержки экспортеров. В таких складах импортным транзитным товарам не нужна растаможка, а значит, их путь от продавца к покупателю проще. Бондовые хранилища уже вовсю работают за рубежом, вкупе с ними развивается и интернет-торговля. Зарабатывать могут даже производители из самых отдаленных деревень. Это советуют делать татарстанцам, говорят, процесс уже пошел. Нам очень нравятся производители из Татарстана и татарстанские поставщики. Очень активные предприниматели. И вот могу сказать, что за период пандемии практически удвоилось количество татарстанских поставщиков. Так из Татарстана по всему миру расходятся автозапчасти, товары для дома и мебель. Чтобы у нас заработали бондовые склады, нужно законодательное решение на федеральном уровне о создании своего рода аналога свободной экономической зоны, где действуют таможенные льготы. Татарстан уже готов стать первопроходцем. Рустам Нугалевич,
с соответствующими обращениями обратился в адрес министра финансов Антона Георгиевича Силуанова, председателя правительства Михаила Мишустина о готовности республики. Этому предложению на следующей неделе собираются посвятить встречу в Иннополисе. В Айтиграде вместе с Рустамом Миннихановым соберется руководство Почты России и крупнейших интернет-компаний. Дмитрий Арина, Дельмин-Дубаев, ТНВ, Казань, Зеленодольск. Эпидобстановка позволяет открывать международные авиарейсы по некоторым направлениям. Первый самолет из Казани в Турцию вылетел сегодня в 4 утра. Напомним, накануне Росавиация расширила список городов, из которых разрешаются регулярные международные авиарейсы. Это Казань, Калининград и Новосибирск. Пассажиров этих рейсов будут тестировать в аэропорту вылета. На сегодня прорабатываются вопросы о возможности все-таки забора материала непосредственно в месте прилета. Это аэропорта наши, Казань и Бегишево. Москва купила телевизор, а Татарстан – стройматериалы и алкоголь. Национальные особенности потребления россиян в условиях пандемии коронавируса читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время». В Казани сегодня простились с легендой педагогики Анасом Салаховым. Он единственный в Татарстане удостоен почетного звания «Народный учитель Советского Союза». Заслуженный учитель ТССР и РСФСР. Впервые стал директором школы в 17 лет и отдал детям 60 лет своей жизни. Сегодня попрощаться с ним пришли его бывшие коллеги и ученики. Каким Анас Салахов останется в их памяти, расскажет Вероника Гайнудинова. А может, это не судьба? Просто призвание. Вот в этой школе работал Анас Салахов со дня ее основания. Возглавил ее в 1970-м и руководил 18 лет. 55-я школа Казани стала родным домом для Анаса Салахова. Он поднял ее с нуля, собрал коллектив лучших педагогов, где каждый учитель и ученик были для него словно родные дети. Это был учитель учителей. Он ненавязчиво наставлял, учил. Меня всегда поражало его умение руководить. Руководить он начал, когда сам едва закончил учебу. Возглавить родную школу в селе Измире Спасского района ему пришлось в 17 лет. Шла война. Здесь он преподавал историю. В 50-х экстерном закончил Казанский пединститут, после чего его перевели в столичную школу. Молодые директора, многие проходили через его курсы. И он каждому из нас давал частичку своих знаний. Анас Салахов – заслуженный учитель ТССР и РСФСР. Он единственный педагог республики, который удостоен почетного звания «Народный учитель Советского Союза». Потрясающий человек, очень талантливый, очень хороший организатор, который собрал в обыкновенной, подчеркивает, в обыкновенной казанской школе, средней казанской школе, потрясающий коллектив педагогов. Это были сплошные личности. Педагогический стаж Анаса Салахова – 60 лет. Хоть на пенсию он и ушел в 88-м, но продолжал трудиться в 13-й гимназии, где основал музей. Человек настолько был мудр в своих решениях, что, наверное, на этой земле нет ни одного человека, который бы его не уважал, не любил. Стать учителем было его призванием, считают коллеги и ученики, а может даже и судьбой. Он родился 1 сентября. Этот день, День знаний, и стал его главным праздником на всю жизнь. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. На выборы президента Татарстана будет изготовлено почти 3 миллиона бюллетеней по числу избирателей. Сегодня их и бюллетени по всем избирательным кампаниям печатают в Казани на крупнейшем полиграфическом комбинате Поволжья. Все они имеют особые степени защиты. Кроме того, и на избирательные участки бюллетени отправятся под охраной. Рамиль Шайдуллин сегодня увидел, как будут выглядеть бланки для президентских выборов. Один за другим из печатного станка выходят документы высокой степени важности. Это бюллетени на предстоящие выборы в республике. Рабочие типографии внимательно отсматривают каждый лист. Здесь не может быть даже малейших дефектов. Бывает иногда, может лишним пойдем, может что-нибудь попадется, брак. Вот из брака все убираем в сторону. Эта типография печатает бюллетени на выборы президента республики, доп. Выборы депутатов Госдумы и Госсовета и Казгордумы. Каждый бюллетень, каждый тираж мы отправляем под охраной. То есть это, безусловно, сдается на охрану. Это
государственная ценность. Станок работает практически безостановочно, потому что со дня на день здесь должны быть отпечатаны почти 3 миллиона бюллетеней. По одному на каждого избирателя. Вот так будут выглядеть бюллетени на выборы президента республики. Фамилии кандидатов здесь размещены в алфавитном порядке. Все на одном листе светло-зеленого цвета. Текст на 2 государственных языках республики. Бюллетеней около 3 миллионов. Здесь защитная тангерная сетка с лицевой стороны имеется, а той же на президента Республики Татарстан КАИД, который ниже мы говорили, который машина будет считываться, у него защитная сетка с обратной стороны. Уже к концу следующей недели бюллетени отправятся в территориальные избирательные комиссии. Напомним, выборы пройдут 11, 12 и 13 сентября. Рамиль Шайдуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Каждый татарстанский 100-бальник в этом году получит 15 тысяч рублей, а те, кто набрал 200 баллов по 2 предметам, 25 тысяч и ноутбук. Напомним, в Татарстане в этом году 239 учеников на отлично сдали ЕГЭ. Среди тех, кто получит республиканскую премию, есть и выпускники нижнекамских школ. О чем они мечтают и как им удалось показать столь высокий результат, об этом далее. Не думал, не гадал, а теперь еще и получит премию в 15 тысяч рублей. Выпускник 35-го лицея Нижнекамска Дмитрий Никифоров высший балл набрал по русскому языку. Дима скромничает, это было совсем несложно. Говорит, просто с учительницей повезло. Хочу поблагодарить своего учителя Казанкову Валентину Гавриловну, потому что главная заслуга – это все же ее. Она усердно готовила меня. Еще один 100-бальник из 35-го лицея Максим Пыстогов лучший результат показал по химии. Многократный победитель Олимпиад теперь может позволить себе выбирать вуз. С его баллами возьмут хоть в Москву, хоть в Питер. К сожалению, медициной заниматься я ранее желал, но понимал, насколько сам процесс обучения будет сложный из-за специфики. И очень долго думал между научной карьерой и, возможно, технологической. И все же решил, что технологическая будет более приоритетна. Видит ясно свою дальнейшую дорогу и единственный 100-бальник из 6-й школы Кирилл Самойлов. Он один из немногих в классе, кто решил сдавать географию и не прогадал. По этому предмету в Татарстане такой же высший балл набрали еще 2 человека. География, вообще в целом эта наука всегда меня привлекала. И мне бы хотелось еще углубленно изучать ее, больше разбираться, возможно, и работать. Всего же по Нижнекамскому району ЕГЭ в этом году сдавали больше 1000 человек. В некоторых школах результаты приятно удивили. Очень много детей, которые превысили порог 80 и более баллов. Это у нас 60% учащихся выпускников этого года. Несмотря на пандемию, несмотря на то, что дистанционно учились. По Татарстану тех, кто получит 15 тысяч за свои 100 баллов, 239 человек. А вот обладателей 200 баллов, кому вместе с премией вручат еще и ноутбуки, всего 17. Юлия Гоголева, Айгуль Яблонская, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Первый раз первый класс и с подарками. Портфели с ортопедической спинкой и канцтовары для первоклашек. ТАИФНК принимает участие в традиционной республиканской благотворительной акции «Помоги собраться в школу». Более 10 лет предприятие ТАИФНК поддерживает малоимущие и многодетные семьи Нижнекамска. Для будущих первоклашек и их родителей совместно с Центром социальной помощи семье и детям Веста был организован праздничный концерт. Но больше всего виновники торжества радовались, конечно, подарком. Руководство компании понимает, что как сейчас сложно собрать ребенка в школу, а тем более, если это многодетная семья, то это просто неподъемная, может быть, сумма. Поэтому вот уже более 10 лет компания поддерживает эту акцию «Помоги собраться в школу», и в центре Веста традиционно вручает портфели многодетным семьям. Эта поддержка для семей является по-настоящему необходимой. У Натальи Лаос из Камских Полян 4 детей. Старшая в этом году идет в 1 класс. В связи с трудным финансовым положением в семье любая поддержка является для них существенной. Портфель стоит, я не знаю, уже он дорого стоит он. Рублей 500-600, наверное, будет он. Элементарно на эти 500 рублей могу неделю пожить с продуктами, покушать. Счастливые улыбки на лицах детей и благодарность родителей. Главная цель акции достигнута. Все собравшиеся поблагодарили руководство ТАИФНК за оказанную помощь. Стоимость одного такого набора – около 5000 рублей.
Хочется сказать слова благодарности руководству, сотрудникам акционерного общества ФНК, пожелать им здоровья, процветания, благополучия. Ну а детишкам я хочу пожелать в добрый путь к знаниям. Я желаю им получать только 4, 5, радовать всех нас, радовать родителей, но и также государство радовать. Успехов им! Пока на этом все. Сейчас о погоде. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте! В субботу станет значительно теплее. Более подробно чуть позже. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево в субботу облачность рассеется и вновь выглянет солнце. Станет теплее, дневная температура плюс 19. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге без осадков и солнечно. И сюда идет потепление. Днем столбики термометров покажут 20 градусов выше нуля. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше облачная погода с прояснениями. Вероятность осадков минимальна, днем плюс 19. Ночная температура тоже повысилась до 12 градусов. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси столбики термометров продолжают расти. И уже совсем скоро лето вернется и в эти края. Малооблачно будет в Болгре, в Буинске, Дрожжаном. Здесь без осадков и уже теплее, плюс 20 днем. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше теплая и сухая погода. Лето отчитывает свои последние деньки. Но природа решила порадовать жителей республики и подарить еще несколько очень теплых дней. И еще одна полезная информация. У жителей нашей республики есть возможность позаботиться о своем здоровье без значительных финансовых затрат. С 1 по 31 августа в аптеках «Экона», аптеках от склада, бережных аптеках проходит акция «Покупай выгодно». Берегите себя. Покупай выгодно в аптеках «Экона», аптеках от склада и бережных аптеках. Нурофен Экспресс – 219 рублей. Тантум Верде – 259 рублей. Троксивазин – 349 рублей. Покупай выгодно в аптеках «Экона», аптеках от склада и бережных аптеках. Лучший протез – тот, что остался в упаковке. Мы беремся восстановить сустав даже на стадии некроза, без операций, с помощью передовых технологий. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, вернуть сустав к жизни можно в любом возрасте. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» – лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. В субботу в Казани ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью плюс 13, днем 20 градусов выше нуля. Ветер северный, умеренный до сильного. Атмосферное давление в пределах нормы 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 59%. В магнитном поле Земли спокойно. И еще одна полезная информация. Ипотека от 6,5 тысяч рублей в месяц. Квартиры в Казани от Акбарсдом. Дом там, где мы. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbars-dom.ru. Учись в Казани, живи с Акбарсдом. Квартиры в ипотеку от 6,5 тысяч рублей в месяц. Звони 295 77 77.